Проекта «Кватэрнік» у дзядзькі Якуба. Сённяшнія выступоўцы – гэта творчы калектыў тэатра «Тэрыторыя мюзікла», які быў створаны ў 2012 годзе. Варта адзначыць, што ў 2018 годзе спектакль тэатра «Недалёка ад нормы» атрымаў нацыянальную тэатральную прэмію у номінацыі «Лепшы спектакль у жанры аперэта, музычная камедыя і мюзікл». Сёння артысты прэзентуюць для вас свой прэм'ерны спектакль «Мюзікл Пасцічча Фігара па матывах п'есы П'ера Агюстэна «Корона де Бомарше». Вялікія сусветныя сюжэты літаратуры ў розныя часы гучаць па-рознаму, але ж заўсёды застаюцца актуальнымі. П'еса «Шалёны дзень або жаніцьба Фігара» была папулярна і ў часы жыцця Якуба Коласа, да і ў наш час не згубіла сваёй вастрыні і, канешне ж, абаяння. Абодва аўтары ў сваіх творах абаранялі інтарэсы простых людзей. Яны іх лічылі разумнымі і кемлівымі. Якуб Колас вельмі любіў чытаць класікаў. І сёння ў асабістай бібліятэцы яго нашчадкаў сярод іншых знакамітасцяў пачэснае месца займаюць і творы Бомарше. Я хочу перадаць слова мастацкаму кіраўніку, рэжысёру-пастаноўшчыку тэатра «Тэрыторыя мюзікла», аўтары лібрэта многіх спектакляў Анастасіі Грыненка, а таксама кіраўніку тэатра «Тэрыторыя мюзікла», балетмейстару-пастаноўшчыку, акцёру Дмітрію Якубовичу. Калі ласка. Добрый вечер. Давайте я начну, да? Спасибо, во-первых, что вы пришли сегодня, и нам приятно вас всех видеть, и мы хотим вам представить, как бы так чуть-чуть приоткрыть занавеску, свою новую работу, мюзикл «Пастиччо Фигаро». Анастасия Анатольевна вам расскажет более подробно. Вот. Я со своей стороны хотел бы, чтобы это не было таким официозным мероприятием, а чтобы было более, знаете, по-семейному, по-дружески, так сказать, да, живенько. Вот. Несмотря на то, что музей вот, прекрасный, мне так нравится вот это пространство, все. Вот. Мы как бы сейчас к вам пришли из репетиционного зала. То есть это не то, что я извиняюсь за то, что может произойти, а оно может произойти, потому что земля неровная, и это не паркет и не линолеум, но тем не менее. Могут быть падения, не страшно. Это на всякий случай. Вот. Поэтому как бы вот в такой нервной, живой форме мы хотим вам показать небольшие фрагменты из мюзикла, который должен состояться 28 июля. Вообще, ну, такая чудная традиция же была, вы помните, когда-то, да, читали мы, что традиция семейных театров. Вот я сейчас ощущаю себя как будто действительно в каком-то семейном театре, прекрасное, ну, очень красивое это здание, и вот эта творческая атмосфера, столько здесь жил Якуб Колас, наверное, тут впиталась, и в сосны, и Белочка тут начала наше выступление. Поэтому, на самом деле, я думаю, что нервной обстановки не будет. Кроме того, мы так, ну, хитро поступили, нам здесь нравится репетировать, потому что вот жара была все это время, и мы там потели в зале, а сюда пришли, немножко под дождиком до вас потанцевали, но дождик, видите, ушел, потому что, ну вот, искусство, ну, даже отводит тучи. Я расскажу просто буквально пару слов про спектакль, который мы презентуем. Премьера его состоится 28 июля. Это мюзикл «Пастиччо Фигаро». Но на самом деле сама пьеса очень интересная. И насколько мы все-таки в литературном музее, я решила немножечко рассказать и про автора пьесы. Потому что, вы знаете, есть такая теория попаданцев. Есть очень много книг, фильмов, да? Такая история, когда человек из будущего попадает в прошлое. И вот, наверное, Бомарше, он был такой попаданец, он попал туда в эпоху просвещения, а он из какого-то, наверное, будущего человек, потому что действительно личность уникальная, он вообще родился в семье часовщика, а часы тогда это были как вот, ну, новый iPhone, наверное, сейчас не так круто, это как раньше часы. И он изобрел такую конструкцию, чтобы часы стали маленькими, их можно было носить с собой. И он, значит, его позвали ко двору, и придворный часовщик украл этот патент. То есть он изобрел часы,
Дальше что он сделал? Он подал в суд на придворного часовщика. И он этот суд выиграл, потому что он собирал вот это свое изобретение, он по коробочкам все этапы фиксировал и складывал. И вот это принес он в Академию наук и доказал, что он его изобрел. То есть это тот человек, который защитил авторское право еще тогда, в эпоху Просвещения. Кроме того, дальше он сделал очень большую карьеру как переводчик, как дипломат, чем он только не занимался. И, видимо, сам этот персонаж Фигаро замечательный, потому так и получился у него хорошо, потому что это он сам. Вот, поэтому вот эта пьеса, которая, ну, наверное, одна из немногих пьес, которая вошла в историю, потому что написана была накануне Великой Французской революции, и когда ее хотели поставить, ее сразу же запретили, поскольку император, король Людовик XVI сказал, чтобы ее поставить, надо Бастилию снести. И, в общем-то, он это предсказал. Так и произошло. Пьесу поставили благодаря Марии Антуанетте, которая очень хотела сыграть роль Розины. И, в общем-то, снесли и Бастилию, и Людовика с Антуанеттой. И дальше вы понимаете, что это было. И сам Наполеон I потом называл эту пьесу «Революция в действии». Казалось бы, почему? Ну, в общем-то, сюжет абсолютно вокруг бытовой какой-то истории, да? Но на самом деле сюжет, вся интрига построена вокруг первого права сеньора. Это право сеньора на первую брачную ночь с любой девушкой в его, вот, как это, сеньорате, или как это правильно сказать. И вот Фигаро, который его вроде бы друг, этого графа Альмавива. Графа Альмавива играет у нас Дмитрий Кубаевич, а Фигаро играет Артем Пинчук. Вот. И, в общем-то, их вот это противостояние, оно мне показалось очень интересным было бы, а то они все время отец-сын, вот какие-то такие роли играют, им нужен какой-то конфликт был. И сама пьеса, вот, очень такая активная интрига, там очень много юмора, много всяких параллельных ответвлений. На самом деле там много всяких текстов, которые сейчас читаются очень злободневно, там есть целые феминистические монологи. Ну вот если ее читать, она очень интересная и очень, как оказалось, сложная. Мы начали репетировать, и тут мы поняли, что в наше время артисты вот этим слогом уже не владеют. Вот таким сложным словесами такими, там очень сложное построение предложений, мы так не разговариваем в жизни, но когда мы его осваиваем, вот такой способ существования, получается очень интересно. Вот, сама пьеса прекрасна, но тут мы понимаем, что мюзикла такого нет. Есть замечательные оперы, и мы, с одной стороны, решили пойти по пути оперу по Стичу, когда собиралась разная прекрасная музыка и создавалась на ее основании опера. И вот известный такой есть жанр мюзикла, джукбокс мюзикл. Самый, наверное, такой известный — это «Мамма Мия», но есть еще «Стиляги», «Мулен Руж». Это когда собирается разная музыка, и она вписывается в канву сюжета, и получаются какие-то новые смыслы. Поэтому мы решили себе это позволить, и музыка у нас самая разнообразная, вы сейчас увидите, мы вам покажем. Очень много музыки Агаты Кристи, Крематория, то есть музыки, ну, наверное, на которой там я выросла, например, она мне очень интересна и близка, Гарика Сукачева, Гузарова, и прямо композиции из таких последних мюзиклов бродвейских, которые мы здесь поставить, не можем в силу разных причин, композицию-то мы можем себе в спектакль вставить, и мы специально вот перевели, я и мой брат Алексей Гриненко, 5 композиций из разных мюзиклов, это мюзиклы Nine, Наташа Пьер и комета 2012 года. Это, наверное, один из самых таких блокбастеров последних. Мюзикл «Дрянные девчонки». И какой еще? И мюзикл Сандхайма «Фолловис», «Безумство». Вот. Эти 5 композиций они все вплелись у нас. И у нас все персонажи стали еще более многозначными. Вот мы сейчас вам их некоторые, то есть несколько номеров покажем, чтобы вы поняли стилистику, наверное, музыкальную. Но я до этого еще скажу пару слов об актерах, которые вон там стоят сбоку. Значит, персонажи, естественно, у нас как в Бомарше. Граф и Фигаро я уже сказала, графиня Илона Казакевич и Юлия Шпилевская играют эту роль. Сюзанна, Ксения Хорошкевич и Алиса Лапинок. Фаншетта Диана Флеер,
Антонио, Алексей Карпец. А дальше мы поняли, что мы можем-то фантазировать, раз мы свой мюзикл сочиняем. Ну и сама вот такая история, навеянная опять же песней «Крематорий», которую мы решили сделать. То есть моя фантазия, ну наша как бы, да, постановочной группы, мы представляем себе какое-то условное время на планете Земля, какое-то место. Это не конкретный период эпохи Просвещения или сегодня у нас на улице. Это вот альтернативная история, это могло бы быть, когда планета Земля уже пережила несколько катастроф экологических, все загрязнено, смог, у нас там чего надо, там даже атомный взрыв будет, вот это вот все. То есть планета разрушается, и она идет к своему финалу. И в это же время живут люди, у которых свои проблемы, и они пытаются их решать. И что делать? Надо спасать планету или решать эти проблемы? Вот этот ответ как бы я не даю. Но вот на этом фоне мы взяли такую стилистику, в декорации, это будет и в костюмах, запрошенный аттракцион, такой темный цирк. Персонажи, они, с одной стороны, может, где-то связаны с комедией дель арте, вот с этими какими-то образами цирка. И дальше у нас уже стали свои персонажи появляться, и они стали появляться и вообще вот руководить вообще процессом, сочинять эту историю. У нас появился Джокер, вот этот Эдуард Венилович, который вообще всю эту историю придумывает. Такое. И другие персонажи, Мальвина, Коломбина, Барбарина, вот, да. То есть это дальше идет, в общем, такая фантазия, которая нас приводит к совершенно неожиданному финалу. То есть они уже стали, эти герои, управлять сюжетом. И вот мы сейчас вам покажем несколько номеров, и, в принципе, уже артисты могут приготовиться, и мы сейчас начнем. Да, вот тут вот, ну, как бы, видите, мы в домашней обстановке, поэтому мы без костюмов, без грима, но с талантом. Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы любили ловить ветра и разбрасывать камни. Песочный город, построенный мной давным-давно, смыт волной, мой взгляд похож на твой. В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья. Дым на небе, дым на земле, вместо людей машины, мертвые рыбы в высохшей реке, зловонный зной пустыни. Моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе. Ты умна, а я идиот, и не важно, кто из нас раздает, даже если мне повезет. И в моей руке будет туз, в твоей будет Джокер. Так не бойся, милая, ляг на снег. Слепой художник напишет портрет, воспоет твои формы поэт. И станет звездой актер бродячего цирка. Дым на небе, дым на земле, вместо людей машины, мертвые рыбы в высохшей реке, зловонный зной пустыни.
моя смерть разрубит цепи сна, когда мы будем вместе. Всего один поцелуй! Чтобы я целовала сегодня моего возлюбленного, вот те раз. А что завтра скажет мой муж? Ты даже не представляешь, как сильно я тебя люблю! Когда, наконец, вы перестанете несносный твердить мне об этом с утра до вечера? Когда я получу возможность доказывать тебе это с вечера до утра. Какое трогательное единение. Только ваше сиятельство, вы слишком много на себя берете. Это уже чересчур. Право, чересчур. Ну, господин Фигаро. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. L'arbore fatto con te recita l'arbo. Presto, bottega che l'alba è cia presto. Figaro, bravo, bravissimo, brava Figaro, bravo, bravissimo. Quanta fortuna, molto mi ra. Brava Figaro, bravo, bravissimo, brava Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, verità. Quando far tutto l'altro giorno prende il mondo con onestà, merito cagna e serbandiera, la vita che nuova del mondo si dà. La 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 la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, cresta la barba, buona sanguigna, cresta il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, cresta la barba, cresta il biglietto.